Всех с наступающим Новым годом! Если для вас тоже это важнейший праздник в году, вы несомненно замечали то, что с годами оливье уже не такое вкусное, сугробы уже не те, и праздник словно потихоньку утрачивает свою магическую силу. В такие моменты мы включаем наши любимые новогодние фильмы в отчаянной попытке вновь воссоздать эту атмосферу волшебства. «Один дома», первая часть Гарри Поттера. Для многих советские фильмы вроде «Иронии судьбы», а возможно в последние десятилетия для кого-то и «Елки». Да, это фильмы, уже ставшие для всех нас очень родными, кроме елок. Но объективно говоря, это очень далекие от кыргызской действительности картины. По-хорошему, нам бы снять что-то о нас, что-то свое, дарящее новогоднюю сказку. Вообще, почему этого никто не сделал уже давно? Что здесь, казалось бы, сложного? Все просто, подумайте сами. Чтобы снять хороший новогодний фильм, претендующий стать кыргызским «Один дома», на который зрители всей семьей сходят в кинотеатры, нужно вложить в него десятки тысяч долларов, начать снимать его в декабре-январе, доснять его, подождать целый год и окупить эти деньги уже только в следующем декабре. Далеко не каждая студия в нашем только потихоньку встающем на ноги кинематографе пойдет на такое. И вот ровно год назад, 26 декабря 2024 года, 1.1 Studio все-таки решилась на такую авантюру, и в свет вышел новогодний фильм «Кыргызстан. Мен сени сүйем». С вами, как всегда, редакция Evidence. Давайте разберемся, получилось ли у картины 1.1 Studio успешно использовать формулу наших любимых фильмов по созданию атмосферы новогоднего чуда, и сможет ли она когда-нибудь занять их место. Начнем мы, пожалуй, как всегда, с краткого обзора сюжетов фильма. Их здесь целых 7 историй. Загибайте пальцы, чтобы не запутаться. Впрочем, кыргызстанцу это дастся довольно легко. Каждый сюжет покрывает какую-то одну область Кыргызстана, плюс история из столицы. Центральным сюжетом, проходящим красной нитью по киноленте и объединяющим все остальные, является история молодого парня Ынтымака из Каракола, которому каждый день снится какая-то девушка. Прям какое-то наваждение. Образ этой девушки сильно его отвлекает, и он думать ни о чем другом не может. Его друг Азамат предлагает ему съездить на горнолыжку, отвлечься, и Ынтымак неожиданно встречает ее, столкнувшись с ней во время спуска. Пока нерасторопный парень только начал ее расспрашивать и узнал, что ее зовут Айгуль и что она из Баткена, как девушка уехала. Ынтымак решает совершить предновогоднее путешествие через весь Кыргызстан, из Каракола в Баткен, чтобы найти любовь своей жизни. На пути к цели ему все время приходят на помощь отзывчивые люди, не в последнюю очередь благодаря тому, что Азамат решает выложить в соцсети видео про приключения Ынтымака, а Reels набирает огромную популярность. Именно это видео так или иначе видят герои остальных сюжетов фильма, что по-своему и объединяет эти истории, а для некоторых оно сыграет и решающую роль. Например, на героиню второй истории Мерим из Карабалты, которая в новогоднюю ночь бегает и ищет кого-нибудь, кто сможет в костюме Деда Мороза поздравить ее сына Амира, но, к сожалению, никого не находит и вынуждена нарядиться в костюм сама. Сюжет нам оставляет большие намеки по поводу того, с какими сложностями сталкиваются родители, воспитывающие детей в одиночку. Siz Ayzat emezsiz. Siz Ayaz apasыз. Балам, Аяз ата биздин адресибизди унутуп калган. Пожалуй, наиболее трогательная история, подсвечивающая проблемы неполных семей. Третья история же посвящена теме, знакомой, возможно, еще большему количеству соотечественников и затрагивающей вопрос семей трудовых мигрантов. Адилет из Аша 4 года не встречал Новый год со своей семьей и в этот раз решает сделать сюрприз и тайком приехать домой с подарками, но аэропорт теряет весь его багаж. Возвращаться домой с пустыми руками спустя 4 года жизни в миграции для Адилета не вариант, и он устраивает разборки с администрацией аэропорта. В общем, наш герой не намерен сдаваться. Как и герой следующей истории Джитеген из Нарына, который ежегодно в канун Нового года ставит юрту, украшает ее и ждет, когда его первая любовь Акмёр ответит ему взаимностью. Когда, казалось бы, это наконец случилось и Акмёр решилась прийти к нему в юрту, все портит стечение обстоятельств. Акмёр заходит и видит то, как Джитеген показывает потерявшейся туристке Амели кольцо, которое он готовил для нее, и неверно интерпретирует ситуацию. Еще одна история, происходящая немного поодаль от цивилизации, это сюжет о Тынчтыке из Таласа и его казахском визави Достыке, охраняющих границу в предновогоднюю ночь.
Тынчтык пытается отпроситься у начальства, чтобы встретить праздник вместе со своим дедушкой, ведь в прошлом году он потерял бабушку и не хотел бы оставлять деда одного в канун Нового года, но, к сожалению, его не отпускают. Bir жағыңда чоң атаң. Bir жағыңда болса, атам екен. Танда? Сене командирің жібермеді ма неге? Жоқ, қой берді. Бірақ командир анасы же Шорон таңда деді. Шорон таңда олдым. Аха, біздің де командирдің сондай приколлары бар, біз оны түсінбейміз. Шестая история тоже посвящена теме утраты. Зинагуль из Джалалабада хочет встретить Новый год одна и просит сына Фархата и его семью не приезжать. Дело оказывается в том, что Зинагуль хочет помянуть ушедшего мужа и устраивает предновогодний ужин, во время которого представляет мысленный разговор с ним и вновь переживает все прожитые вместе эмоции. Последний же сюжет фильма посвящен бишкекским молодым людям Камиле и Дамиру, которые познакомились в магазине, не поделив одну порцию оливье. Витринадағы салаттардың барын салдырып алып тұрсыз. Жоқ дегенде оливьені маға беріңіз. Енді сіз деген аял кешісті. Оливьені өзіңіз үйден шашпай жасап жүрсіз бе? А впоследствии парень безуспешно пытается познакомиться с девушкой. В истории фигурируют и другие персонажи, близкие подруги Камилы, Рима и Вера, а также косвенно затрагиваются их личные истории. Девушки ежегодно справляют праздник вместе, а в этом году впервые вынуждены изменить свои традиции из-за воссоединения со своими партнерами. И именно показанный поначалу токсично маскулинным и высмеивающим феминизм Дамир приезжает к Камиле с извинениями и составляет ей компанию в новогоднюю ночь. Это добрый, семейный, новогодний фильм. И, конечно, остальные истории также завершаются хэппи-эндом. Фархат и Айсулу, разумеется, не оставляют мать одну и приезжают к ней праздновать всей семьей. Дедушка Тынчтыка сам приезжает к внуку на границу. Акмёр все же возвращается к Джетыгену, а потерявшаяся туристка Амели воссоединяется со своими испереживавшимися за нее друзьями. Аэропорт приносит свои извинения Адилету, восстанавливает ему подарки, и он наконец-то также воссоединяется со своей семьей. Амир тоже, в свою очередь, наряжается в костюм Деда Мороза и оборачивает всю эту неприятную ситуацию в шутку, стирая последние недопонимания в отношениях с Мирим, и они вместе с соседями справляют Новый год. Ну и, конечно же, Ынтымак благополучно встречает свою Айгуль, теперь уже наяву. Бьют куранты, везде салют, улыбки, и маленькое новогоднее чудо случается в каждой семье. Все это, конечно, хорошо, но вы на канале Evidence, а вы знаете, что мы те еще душные ребята. Поэтому нам придется сейчас поговорить с вами и о не столь радужных аспектах этого фильма. Мы полагаем, что для всех вас довольно очевидно, что основной сценарий «Кыргызстан мен сени сүйем» заимствует идею елок, особенно самых первых частей, да и авторы этого не скрывают. Велосипед ойлоп таап кереги жок деп биз деген ошол елкалардын жана башка новельный кинолор бар. Ошол сыяктуу эле формасын алдык, бирок ошол форманын ичине өзүбүздүн мындай тарыхтарды издеп, өзүбүздүн историяларды киргизгенге аракет кылдык да сценарийдин ичине. «Елки» — это российская новогодняя комедийная кинофраншиза, на данный момент состоящая из 12 фильмов. Нас в первую очередь интересуют «Елки» 2010 года, первая картина из этой серии. Именно в ней мы впервые видим эту схему. Обычные люди из разных городов страны, связанные незримыми нитями судьбы, коллективно помогают совершиться одному чуду, по ходу сюжета стараясь урегулировать и свои собственные дела. Именно эта схема елок используется в нашем сегодняшнем фильме. Вообще идея такого киноальманаха, повествующего о параллельно разворачивающихся историях, естественно, не нова. Вспомнить ту же серию фильмов «Париж» или «Нью-Йорк. Я люблю тебя», состоящих из десятков короткометражных эпизодов, раскрывающих истории разных людей из одного города. Кстати говоря, у нас была, если помните, своя собственная версия «Бишкек. Я люблю тебя» Руслана Акуна 2011 года. Суть та же, куча мини-историй, если и связанных, то одной темой любви и взаимоотношений. В случае же с елками тема, объединяющая разные истории, это, конечно же, Новый год, а в случае с «Кыргызстан мен сени сүйем» это еще и тема воссоединения семьи. Заметьте, каждый сюжет, будь то история мигранта Адилета, пограничника Тынчтыка или Джетыгена с Акмёр, посвящен теме воссоединения семьи. Показаны истории об объективно очень разных людях, но центральный объединяющий мотив подобран очень удачно, ведь любые исследования показывают, что семья для кыргызстанцев – это ключевая ценность. Того же не скажешь о каждом персонаже елок, здесь народ более разношерстный. Так что «Кыргызстан мен сени сүйем» позаимствовал отсюда в первую очередь именно конструкцию сюжета, но интегрировал и свой собственный мотив.
Все бы хорошо, если бы не очень похожие сюжеты некоторых историй. История Читагенас Ахмыр очень похожа по своей сути на сюжет из «Вторых елок», где героиня с задержкой в 40 лет приносит письмо, из которого мы узнаем, что оказывается ее возлюбленный просит прощения и каждый год ждет ее под курантами на Красной площади. Сюжет-то, конечно, пересобран в этностиле и подан очень красиво. Вон великолепная новогодняя юрта, национальная одежда и белые горы. Но логики это истории не добавляет. На фоне других сюжетов этот выглядит очень притянутым за уши и добавленным будто только для визуального разнообразия и антуража. Вы скажете, ладно, позаимствовали пару сценариев, что тут такого? Да нет, мы-то в целом и не осуждаем, многое сегодня берется и адаптируется. Вон, к примеру, весь рэп как жанр по сути зародился благодаря сэмплированию чужих музыкальных дорожек. Проблема в том, что адаптировать-то нужно, прилагая хоть какие-то усилия, но иногда фильм делает это, извиняемся, вот так. У нас не так много праздников, которые мы отмечаем всей страной. Это удачная игра сборной России по футболу и Новый год. Но поскольку второй праздник мы отмечаем гораздо чаще, о нем и пойдет речь. Биздин өлкөбүздө жалпы элибиз менен бирге тосчу майрамдар анча көп эмес. Экөө эле. Биринчиси грек-рим менен эркин күрөштүн балбандары чемпион болгондо. Ал эми экинчиси жаңы жыл. Биринчисин Кудай жалгап жылдан жылга бат-баттан майрамдап турсак, экинчисин бир жылда бир эле тособуз. То есть мы вполне себе с пониманием относимся к тому, когда используются какие-то известные киноштампы, вроде таких. 6-я минута матча. Чего смотрите? По 15 суток вам теперь, каждому. К этому нет никаких вопросов, когда это изящно интегрировано в картину. Например, вот так. Мөлтүлдөгөн халаканда булактай канча жутсам канбайм сага жарылып жүрөгүмдүн тереңинен жалындап. Наоборот, очень круто. Но, конечно, самую первую цитату из «Елок» явно не стоило брать, учитывая и так сильную ассоциацию с фильмом, возникающую у любого, кто слышал хоть что-то отдаленное о елках. Просто у вас и так новогодняя тематика, конструкция сюжета похожая, закадровый голос. Как же нам повезло. Мы живем в очень хорошее время и в самой лучшей стране. Эсине кечип келген ынтымак, делдейип капризди алтайланып, кырк кыдырып, Айгүлдү таппай калды. В каком-то смысле анимация. А в это время на другом конце страны, в далеком солнечном Якутске, жаңы жыл биринчиден үй бүлөлүк майрам. А ош болсо өлкөбүздөгү шаарлардын ак сакалы, экинчи борборубуз. Ошто төрөлүп чоңойгон Адилет Бишкекти көрбөй туруп, дароо эле Москвага кетип, 4 жылдан бери жаңы жылды үй бүлөсү менен тоз элек. Но цитату для самого начала фильма-то могли сами придумать, камон. В остальном, с точки зрения именно заимствований, глаз больше ничего особо не режет. Сценарий довольно солидный, уместить 7 историй в 1,5 часа хронометража, чтобы они еще друг с другом как-то сосуществовали и гармонично уживались, поверьте, та еще непростая задача. Нужно поместить в сценарий и явные атрибуты Нового года, и вплести какие-то местные особенности и этноэлементы, сюжетом лучше не повторяться, и они должны покрывать какие-то разные группы общества со своими переживаниями и проблемами, чтобы это откликалось в зрителях, а также продумать переходы между историями. Üşüp kalgan жоксуңбу? Кел печканы көсүп коеюн. Мен бөзөйдү кага панело деп ойлойдум. При первом просмотре думаешь, ой, ну неужели обязательно добавлять в сценарий представителя из каждой области Кыргызстана? Что за детский сад? А потом вопрос снимается сам собой.
Попробуй-ка не добавь в какой-то из областей, такой хай-вай поднимется. Помимо прочего, из числа сложных задач, поставленных перед авторами картины, конечно же, было обеспечение финансовой устойчивости. Помните, в самом начале мы рассказывали, почему сложно снять новогодний фильм в Кыргызстане. жаңа жылдық мындай жакшы тасмалар жок кезде аз тасма. Жок да, анткени Кыргызстанда кино кантип тартылат билесиң да. Кеттик так, бир айдын ичинде сценарий жазабыз, экинчи айда тартып салабыз 15 күнүн ичинде. И все, и чыгыш керек. Кинотеатрга чыгып акчаны табып, инвесторлорго бериппи же карыздарыбызды жаап туруп, эптеп таап алыш керек болот да. Бул тасмага биз болсо атайын чыгынып, даярдап акчабызды тартып, анткени бир жыл, элестет, бир жыл мурун тартып, бир жыл күтүп, мен өзүм да таскамчып кеттим, күтүп отурчу. Эми гана чыгарганын жатабыз да. Поэтому фильм использует много рекламных интеграций, особенно с М-банком. Если некоторые сильно выпячиваются и режут глаз, то парочка сделана вполне себе ненавязчиво и с юморком. Бул Куликовский го? Биздики да. Кое, биздики бул? Бул биздики. Онда Каспийт да биздики деп койсой? Жок, Каспийскилердики. Биздики М-банк. Новый год ассоциируется с добрыми семейными комедиями, а потому куда же без юмора. Он и берет на себя важную роль по созданию необходимой новогодней атмосферы и должен пронизывать почти все ветки диалогов. Можно, конечно, представить себе новогодний фильм, не использующий юмор и тепло семейного очага как основу, но в голову что-то приходит только печальная рождественская история. Но давайте честно, вы часто ее пересматриваете? Какой продюсер готов так рисковать, несмотря на то, что режиссер Кыргызстан Мен Сени Сүйем Амантур Ормуков вообще-то снимал Бошы Тунмай и точно умеет в серьезные работы? Поэтому да, разумеется, новогоднему фильму наверняка лучше быть семейной комедией. Благо, перед нами все-таки 1-1 студио, не одну собаку съевшие на создание комедийных работ. Давайте разберем вопрос юмора чуть детальнее. Во-первых, конечно же, часть шуток посвящена обыгрыванию региональных стереотипов, билингвальности населения. Кыргызда из крайности в крайность деген жакшы сөз бар. Да что уж говорить, многие кыргызские фильмы сами попеременно используют два языка, и воспринимается это уже совершенно нормально. Чай чесың? Да давай же шампусик допью. Нам нравится, что преимущественно шутки очень добрые. Буюрса эмки жылы чогуу тособуз. Мен силерге сонун белек алып барам. Макулбу? Мен да аябай сагындым силерди. Мейли 12ден кийин чалам, а? Пока. Хорошо. Сиз менен тура эмес түшүнүп калдыңыз окшойт. Үй бүлөмө сюрприз кылайын деп атканмын. Мен сизди ичимен эшек экен деп ойлосо. А некоторые сохраняют особенности местного колорита. Ох, шошкон атаң. Сразу же в голову приходит, как наш собственный дедушка произносил много раз такую же реплику. Кстати говоря, особенно уютная атмосфера чувствуется на границе. Парням выдали набор хороших дружеских шуток, добрососедские имена Тынчтык и Достык. Реально проникаешься атмосферой взаимопонимания и дружбы между двумя братскими народами. Токуюн бойлап баратсам, соқтантып көздей қаратқан, алыстан келген адамдар, кеткісі де келмей тай, Тараздан. Таластан. Отдельного упоминания заслуживает, например, вот эта сцена, довольно характерная для нас. Мен багажым толду же толган жокпу? Не бар ал багажыңызда? Алтын салып алғансыз ба? Как говорится, и смех, и грех. Сотрудники не столько спешат разобраться в произошедшей ситуации, их волнует не столько разрешение конфликта или восстановление ущерба, а сколько то, что же прям такого у пассажира было в багаже, что он о нем так печется. И благодаря вот таким сценам, создающим проекцию на общество, где видна отзывчивость граждан, беспечность сотрудников и вера людей в лучшее, фильм кажется очень живым и естественным.
Герои киноленты разговаривают живым языком, не каким-то бездушным, как во многих других фильмах. Пространство картины населяют настоящие люди. Да, это люди, которым близки фильмы вроде «Аяш». Не көзіңізге клоун болып көрініп отырсыз ба? Жоқ, Чоңғыз. Шынын айтайын ба? Сіз жаңағы кепка киген, маршрутка айдаған, бойы ұзын, арық типтің аялына ұқсас екенсіз, шынын айтсам. Қайсы тип? Аяш 1, Аяш 2, Аяш 3, Аяш 4 күч. Иногда нам может совершенно не нравиться то, что в фильме куча девушек собрались на площади ради внимания одного парня, и в целом то, куда эта идея ведет. Қараңырда, мен іздеген Айгүл жоқ екен. Кәсіп қолы. Келгендерге чоң рахмат. Мен кетерін. Ну или то, что, мол, 3 подруги-феминистки в финале обретают счастье только в союзе с мужчиной. Да и в целом в фильме показано то, что Кыргызстан населяют люди, придерживающиеся диаметрально разных мнений и идеологий. Эми сиз деген аял кишисиз. Оливьени өзүңүз үйдөн шашпай жасап жүрсүз бе? Ошондойбу. А эмнеге эркектер жасабаш керек? Ошо да. Мейли чоңгус, мен эркек катары сизге уступать этип кое берейин, келесиз. Ал бериңиз. Жок, рахмат. Мен аял киши катары сизге уступать этип коеюн. Но главное то, что люди готовы меняться ради друг друга. Анан мен сизге өз колум менен Оливье жасап келдим. Келе жаткан жаңы жылыңыз менен. Поэтому да, Кыргызстан «Мен сени сүйем» — это наш первый качественный новогодний фильм. Он во многом повторяет елки, от некоторых заимствований мы бы, конечно, отказались, как и от некоторых стереотипных шуток и сюжетных решений, например, с феминисткой и сексистом, но в остальном это действительно классная, семейная, новогодняя комедия. Подводя итоги, спасибо всем за то, что были с нами все это время. За этот год мы выпустили 60 видеороликов, посвященных кино, музыке, спорту, творчеству центральноазиатских и в особенности кыргызстанских креаторов, которые набрали более 50 тысяч часов просмотров. Мы благодарны вам за этот невероятный опыт. На этом мы с вами в качестве редакции Evidence Central Asia вынуждены попрощаться. Поздравляем вас с наступающим Новым годом!